Алло, да. Алло, Иманкадыр Исаевич, саламатсызбы? Саламатсыз. Элдик медиа порталынан чалаттык элек, журналист Сыргак. Да, да, да. Рахмет. Жаңы элеке ошо коомчулукта сынга кала баштады го. Сиздин коркуткан каттарыңыз боюнча Мейкомдун жетекчиси Акылбек Жамангулов көрсөтүп атат го, ошол Мен боюнча. өзім жазбадым. Мен ушуну эмеге первый скинул же в это, как его, ну, кактуска. Кактусты açsam, я первый скинул туда. Өзім. Вот. Дело в том, что я говорил, думайте о стране. Да, я звонил ему. Зачем ты препятствуешь созданию национального сотового оператора? Зачем ты лоббируешь интересы иностранных сотовых компаний? 28 жыл болды, біз Қырғызстан эмне ушу казактарга кул болуп жүрө беребиз. Тем более азыр Санарип Кыргызстанды баштап атабыз биз. Вот. Мен ушу Санарип Кыргызстанды баштагам инициатор болуп. Анан я член рабочей группы официально на Совета Безопасности по мониторингу, анализу Санарип Кыргызстан. А мы же не можем Санарип Кыргызстан цифровизацию проводить на базе иностранных сотовых компаний. Нам нужна своя сотовая компания, поэтому правительство приняло решение. И все. И то, что я там провожу совещания, участвую там туда-сюда, это не есть преступление, как они пытаются выяснить. Я официально действую. Официально. Я указан президенту утвержден. Вот. А то, что он меня обвиняет в том, что я его семье угрожал, он просто урод и дебил. Вот так и напиши. Урод и дебил. Вот. Если додумался до такого. Я говорил о том, что надо думать о будущем наших детей. И что у простых людей тоже есть дети. Ты не думай только о своих детях. Вот. Лоббируя интересы иностранных компаний сотовых. Анан эми дагы бир суроо атат да, ошондо жөн эле калп айтып атат да, Акылбек Жамангулов. Жалган. Я вот обвиняю, в прокуратуру потребовал, чтобы заклеп клевету, да, и разобрались, за что он 345 миллионов заплатил, если он говорит, что этот проект не экономически неэффективный.